Хочу показать базовый курс по программе Просто и как пользоваться в программе Просто и как вообще собрать этот мебель, как рассчитать, как всеми параметрами пользоваться. Сейчас про это я вам расскажу. Сперва после запуска нажимаем новый проект. Можете здесь поставить номер проектов, можете нет. Я просто нажимаю ОК. И здесь вы выбираете пространство, вот это вот пространство, длину, ширину, высоту. 6000 это очень много, давайте я пишу здесь 3000. 3500 ширина, и мне этого пространства хватает. Вот это пространство, вы можете его, удержав левой кнопкой мыши, двигать, но у вас должен быть стоять здесь перспектива. Также вы можете здесь менять положение и видеть по разным сторонам. Дальше вы можете выбирать, отключать здесь сетку, включать сетку. Так, давайте начнем. Вот этот значок у нас выбор ЛДСП. Берем, вставляем сюда, левой кнопкой мыши двигаем. У нас в режиме перспектива стоит, туда-сюда двигать сможем. Щелкаем два раза и открывается у нас свойства. Пишем название. Давайте пишем название. Мы хотим собрать здесь какой-то квадратный шкаф, да? Пишем, давай здесь боковина. Давайте пишем боковина. Позиция 0. Он от стены влево 0. В самом краю стоит. Это я сейчас еще расскажу вам, как его передвигать. Ширина ЛДСП 16 мм. 16 мм. Высота. Здесь высота вот 800. Давайте высота сделаем 2000. Глубину сделаем, давайте 350 миллиметров. 35 сантиметров. Окей. После копируем вот этот же деталь. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-D. И вот так можем передвигать. Но он, видите, ровно не от стены двинулся, а по разным сторонам. Вот. Как мы его теперь туда двинем? Щелкаем два раза. И пишем вот позиция влево, назад. Назад тоже делаем 0, и он у нас двигается назад. Расстояние между двумя боковинами. Давайте сделаем ровно метр. Значит, мы влево делаем 1000 миллиметров. Получается ровно метр. Мы можем это в пространственном виде посмотреть. Вот. 984. Толщина самого ЛДСП 16 мм по обоим сторонам. Получается 16 плюс 984 плюс 16 будет 1016. Но мы хотели сделать расстояние ровно 1000, поэтому здесь 984 и от 1000 убираем, минусуем 16. Получится 984, здесь должен быть 952, здесь меняем 984, нажимаем применить на 968, нажимаем ОК, и теперь можем плюсовать 16 плюс 968 плюс 16, получится 1000, ровно 1000 миллиметров. Северная стена, западная стена, ладно, перспектива, давайте в этом виде. Теперь нам, чтобы между ними сюда нужно будет вниз и вверх делать, да? Что мы теперь делаем? 968. Берем вот эту стену, нажимаем Ctrl-D и вот вставляем. Можем здесь вот поворачивать. Здесь еще один есть вид, тоже поворота. Поворачивать по оси X. Вверх-вниз. Можем влево-вправо. Нам именно в этом положении нужно. Теперь его берем, поворачиваем. И здесь меняем надпись. Давайте меняем вниз.
надпись «Применить». Это все надписи нам в конце нужны будут. Делаем позицию. Позиция еще не важно. Теперь выбираем здесь, сколько было у нас. 968 была ширина. 968. Нажимаем «Применить». Окей. Берем вниз. Вот так. Если у вас не перетаскивается, он туда упирается. Получается, его надо вот так протянуть вперед, потом назад. Кликаем 2 раза и меняем позицию влево 16, так как у нас здесь вот здесь именно 16 миллиметров толщина. Нажимаем 16. И здесь назад тоже нажимаем 0. И он у нас выравнивается со стеной. Но у нас здесь снизу должен быть цоколь, примерно 80 сантиметров, 8 сантиметров, то есть. И здесь вниз делаем 80, нажимаем «Применить», окей. И туда мы должны тоже сделать цоколь, нажимаем Ctrl-D, передвигаем. Теперь мы его должны повернуть. Глубину меняем. Повернули, теперь поменяем глубину. То есть высоту меняем на 80. Нажимаем «Применить». И выбираем позицию. Влево у нас 16 от стены. Вниз 0 до пола. И здесь у нас глубина была 350. Минус 16. 350 минус 16 будет 334. Можем еще убрать сантиметр. Минус 10 будет 324. Пишем здесь назад 324. Нажимаем «Применить». Окей. И у нас вот такой немножко появляется вот такая вот часть. Аккуратненько, да? Вот. Теперь нам нужно сделать крышу. Так, нажимаем Ctrl-D снова. И хотим ее переместить вверх. Кликаем снова 2 раза. Здесь у нас 2 метра. Здесь мы должны на 2000. 2016 он будет сверху как раз. Так. 2016 нажимаем Enter. Так, нет, ровно 2000 надо выбрать, да. Так, нажимаем здесь 2000. Нажимаем «Применить». Так, назад 0. Здесь глубину нужно добавить уже 16 миллиметров. 366. Применить. Окей. Сюда нам как раз подойдет 16-миллиметровая дверь. Так, здесь, да, мы должны еще ее увеличить. По бокам не хватает. Здесь у нас должно быть ровно метр. Применить. Окей. Позиция 0. Все. Такой вот шкафчик, квадратик у нас получился. Для того, чтобы дальше понять, как все это делать, вам уже будет все понятно. Это можно подписать тоже не вниз, а вверх. Применить. Окей. Вот это подписываем цоколь. Для чего это все я пишу? Для того, чтобы, когда вы нажимаете вот этот вот знак, вы здесь видите все ваши размеры для распила. Для раскроя вот все боковины 2 штуки. Если вы будете писать их по одинаково, если они одинакового размера, то они у вас будет как 2 штуки вот так показывать. Если вы будете писать одного по-другому, вторую, то будет как будто 2 разных размера у вас. Вверх-вниз, цоколь. Нажимаем ОК. Вот, для начального курса, мне кажется, это вполне достаточно.